на тренировки езжу в Иглино. Прикиньте, с Уфы я ушла с тренировок, с фитнеса, потому что слишком далеко ездить. Вот смотрите, за мной приехал мой тренер Аня. Сейчас я вас познакомлю. Спортсмены. Пусть думают, что мы спортсмены. Почему я ушла-то с Уфы, с фитнеса? Сейчас я вам, доктор, все расскажу и познакомлю с Аней. Она, кстати, очень интересная личность, очень такая неординарная. А что ты отсюда ездишь? Откуда? Оттуда? Куда навигатор повел, то я и за Оттуда ним. ты что, дорогу У не меня знаешь? этот географический кретинизм. Ты же местная же. Ну ты же Ну не местная. настолько же, Ты же Дорогинская, и дорогу не знаешь, что ли? Дорогинские должны свою дорогу знать. по-любому. Я устала же ездить в Уфу на тренировки, на фитнес. В неделю 2 раза ездила, дорога же занимает около часа. И я до такой степени устала. И нашла в Иглино фитнес-тренера Аню. Аня не только фитнес-тренер. Потом эту историю расскажу, кто она еще такая. Да, это вообще трэш. Да, сохраним интригу. Это вообще трэш. Если вы узнаете, кто она такая по профессии, вы офигеете просто-напросто. Я когда услышала, у меня прямо челюсть отвалилась. Она еще Право-лево. туда наверх. Как ты дорогу не знаешь? Господи. И еще, представляете, что? Мы с Аней работали в детском саду вместе. Я работала, конечно, поваром, а Аня работала воспитателем. У нее еще одна профессия есть. Но третью профессию я вам попозже расскажу. Это просто капец-капецкий, доктор. Оказывается, даже такие профессии есть. Ну, я подозревала, что есть, но не думала в жизни, что я встречу этого человека, представителя такой профессии. Какое красивое утро, доктор. Это же просто обалденное утро. Прикиньте, вот у нас на ладошке это Кофе солнце. только не хватает. Да, кофе только не хватает. Да ты рыжая же. И твоя эта профессия тебе подходит, прикинь. Которая твоя трэшевская профессия. Рыжая. Бесстыжая. Не, а как ты с воспитателя-то переквалифицировалась? Я всегда тренировалась. А, да? Я всегда тренировалась, да. А тут вспринтило мне в голову, что я хочу выступать на сцене. Категория тогда называлась фитнес-бикини. Сейчас это эстетический фитнес. Я нашла себе тренера и стала готовиться к соревнованиям. И так втянулась и поняла, что это мое. И что детский садик и дети это не ее. Тогда она поняла это. Когда начала выступать на сцене и показывать свой бикини. Свой бикини. Что же там за бикини? Да. Действительно. И что, фитнес-тренер больше зарабатывает, чем этот воспитатель? Да? Да? 2 раза или 3 раза? Сохраним интригу. Да? Офигеть. Так что, воспитатели, задумайтесь. Может, вам надо идти в фитнес-бикини? Переквалификация. Да. Почему бы и нет-то? Зато будете зарабатывать 3-4 раза больше. Вот Ты так сейчас вот. наговоришь, и все пойдут. Да? Конечно. Но не все же могут. Это же годы тренировок. Конечно. И не у всех терпения хватит. Люди же даже год заниматься бросают. А еще мы с Аней в одной деревне живем. Представляете, мы Это вообще... совпадение, за совпадение. Да! Это мы не просто так встретились. Я, начала искать тренера. Думаю, чтобы это поближе ко мне, в Иглино. А у нас Иглино от нас сколько километров тут? Где-то 14, наверное. 14 километров. Мне же лучше, в Иглино ездить, чем в Уфу. Я тут на дорогу 15 минут трачу. И вот начала искать тренера, и прикиньте, вот на Аню наткнулась, потом смотрю фотографии, думаю, это же вместе же в садике работали вроде как. Я ее помню. Да, и потом думаю, она же с нашей деревни. Вот представляете, какое совпадение. И потом думаю, она же на машине. Да, будет меня возить такая, думаю. Ну ладно, не всегда, конечно, но вот когда подворачивается такая возможность, она меня забирает. Получается, всегда ты меня в 8 утра первая. Да. Итак, сейчас Аня будет мне снимать замеры. Или как там? Замеры. Замеры, да? Правильно. Ага. Потому что она просила меня снять, а я не сняла. Сейчас вы узнаете, сколько сантиметров у меня талия. 93,5. Это грудь моя, что ли? Ты завтракала? Да, я 3 пирожка съела. Вообще бесстрашно, я смотрю. Ну, они так прям лежали вкусненько. Смотрели. На меня смотрели, да, жалобно.
Блин, Аня, давай попу подкачаем, а. Это же вообще капец. Кстати, у Ани, вон, оказывается, тоже такая же попа, как у меня была. Но ты за сколько лет ее накачала? За много лет. За много лет, блин. А мне надо сказать быстро, да? Да, ну хотя бы через год будет, нет, хоть что-то наподобие попы. Что-то наподобие попы Если ты будет. будешь себя хорошо вести. Я хорошо себя говорю. Я буду послушной девочкой. Пустой зал. Но это 8 утра, вообще-то. В 8 утра никого нету. Давай. У меня геморрой сегодня. Хорошо? А вдруг обратно вылезет геморрой? Аня, мне же не 30 лет, блин. У меня сейчас и геморрой, и крыша, и климакс. Все прямо задница вся горит. Что, можно не посидеть, да? Нет, Аня, нет. Вдох. Низко локти не опускаю. Выдох. Со вздохом и выдохом тяжело мне работать. Я это не могу контролировать вдох и выдох. Оказывается, фитнес-тренеры доктор разные бывают. А вот с каждым фитнес-тренером, да, по-разному занимаешься. У каждого своя методика. Вот с Аней, да, я вообще очень прямо сильно начала заниматься, что у меня все тело болит. Раньше у меня не болело тело, а сейчас я каждый день домой приезжаю, у меня и руки, и ноги болят. И я даже не знала, что надо работать с дыханием. Вот прикиньте, сколько занималась и не знала, что надо работать с дыханием. Вдох, выдох. Это, конечно же, сбивает вообще с ритма, да. Очень тяжело, но это очень важно, оказывается. Вот что поняла. С каждым человеком что-то новое приходит в этой жизни, очень интересное. Ну, Аня, конечно, очень интересный человек, своеобразный такой. Мне она очень нравится по душе. Обычно я, когда еду в такси, доктор, отвечаю на сообщения. Сейчас вот начала читать сообщения, да, очень много людей вот пишут про то, что я очень сильно постарела, и у меня лицо капец морщинистое, страшное стало, что я потеряла свою харизму, что меня стало неинтересно смотреть. Раньше, когда вы были полненькая, нам было интересно смотреть, а сейчас вы похудели, начали заниматься спортом, начали следить за собой, решили, как все, пластику сделать, груди, лицо подтянуть, и стали вы как все. Вы уже не гламурная башкирская домохозяйка, а наоборот стали гламурной башкирской домохозяйкой. Вы стали как все. И теперь неинтересно смотреть. Так вот, хочу сказать, дорогие друзья, вас никто не заставляет смотреть мой контент, мой блог. Если вам стало неинтересно, бывает такое в жизни. Сначала человек интересен кому-то, а потом перестает он его интересовать. Отпишитесь. Вас же никто насильно не заставляет смотреть мой контент. И почему вы насильно сидите, смотрите, да, и мне пишете такие сообщения? А зато, знаете, у людей, хоть и стало неинтересно смотреть, но им стало интересно писать мне вот эти вот гадости. Вы стали страшная, 70-летняя бабка, противно смотреть, неинтересно. Вот такие вот сообщения пишут. На это еще время же они находят. Вот прикиньте, писать человеку, который неинтересен. Как можно писать человеку, который стал вам неинтересен? Тратить на него время, да? Вот что интересно. Я просто офигеваю. И каждое второе такое сообщение. Оказывается, меня вообще люди не любят, меня вообще. Просто-напросто я всех стала раздражать своим спортом, своим этим, как там, своими операциями, своим похудением. Короче, всех, оказывается, раздражают еще мои морщины. Короче говоря, вообще,
Я вообще начала людей бесить, оказывается. Прикиньте, своими морщинками. Вы стали зациклены на своей внешности. Да, я стала зацикленной на своей внешности. Почему бы и нет? Я потому что не хочу стареть. Я же чувствую, что я постарела. Мне 45 лет. Какая женщина захочет стареть? Ни одна женщина не хочет стареть. Вы думаете, кто-то хочет стареть? Да нифига подобного. Все женщины хотят выглядеть молодо и красиво. Я тоже хочу выглядеть молодо и красиво, Инагбаша. И что тут такого, что я хочу выглядеть молодо и красиво? Не видите ли, вы зациклены стали, вы стали как все. Ну, да, вы стали ухаживать за собой. Прикиньте, людей раздражает, что я стала ухаживать за собой. Раньше мне писали, что я блин, не ухаживаю нифига за собой, не слежу абсолютно, не расчесанная хожу, не накрашенная, страшная. А сейчас начала ухаживать за собой, им тоже не нравится. И это тоже не нравится людям. Оно мне было впритык. А сейчас смотрите. И с этой стороны столько места, да. И с той стороны столько же места. Представляете? И оно сейчас намного круче сидит. Вообще офигительно. Мне так нравится вот это вот чебурашка пальто. Я его на Вальбер заказывала. Артикул не могу дать, 2 года назад заказывала. Ну, вообще классненько. И, кстати, оно прямо теплое. И сейчас вообще круто смотрится. Вообще обожаю, очень обожаю яркие вещи. В смысле? А Шамля? Чуть-чуть поменьше мешать, вот Наиль Шамля. Тогда Наилю отдай. Да, чуть-чуть поменьше мешать, я завтракал. А что ты завтракаешь, Нянбаша? Да, в смысле, я думал, приедем сразу снимать, как бы, Ну как это, блин, сағат таңғы 2-де неменекей уже... Так вы же в 6 встаете, как бы, уже. Ну, меня ашамаймын, это как ты вообще-то? А я думал, вы хоп-хоп, там в костюме красной шапочки уже стоите. Ждете уже. Мне нужно сталкивался с этим. А шапки Мен яратмаймын кеше, ашамаймын деп айтты. Не, мен ашай, ошибаюсь, все нормально. Поела так хорошо. Какого черта? Ашап келеді Тебе гідіне? тоже Аштары сказали, бля. яратная, когда Я уже поняла. Да, то есть тут... Нифига себе, тут қандарды ашап келгендерсі, блин. Тебе же назад пути нет, короче. Мен şu kadarım ki edirdendim. Ana ağıl kuka yaşadı. Мы тут показываем лицо, а зовут она такая, Мира Шапай, что ты это? Я же хочу с вами. Да, ты сама не своя. Ты не ты. Нет, тут ты сама не своя. Ты сама не своя. Да, на, прими коллаген. Да, Мира Шапай, что с вами? Что-то вы сами не Короче, достар, мы тут начинаем снимать рекламные ролики к нашим оздоровительным БАДам, оздоровительной продукции. Я же вам говорила, что мы выпускать будем коллаген, кыстхинти, масло черного тмина. Ну, короче, все полезные вещества, которые нужны для организма человека. Наконец-то наша, кстати, оздоровительная продукция уже скоро поступит в продажу, поэтому вот Наиль пришел снимать ролики рекламные, чтобы все узнали о нашей продукции. Че, ты готов быть башкирской домохозяйкой? А? Нет. Нет. И нужно был халат тайлен севартап киіп түскенің бар бит. Киген жүрмейді. А? Киген. Не, арқаңды ғана түсірем. Оста бұл хал киген қатқақтамын. Келішіп тұр, ай. Вообще, такой яркий, цветочки. Ну, яркие цветочки келешет берем. Неше бала тефедерге ярамай. Қай айден әлі? Ну, до конца застегни, алетун әлі. Давай, ұйықтама, просыпайся. Платок сейчас я сама заберу. Держи камеру. Чего такой злой? Yortmayım kadar kingende çiğ. Неме, ялық бәйдегенді түсірге ярамаймын. Давай құлақтарымды сұрайық. Видите, какой красивый. Біздің коллаген сығарап Нефтекамскийда, помните, біз Нефтекамскийға заводқа барғайнық. Шамиль Аляутдинов, онда соучредитель этого Нефтекамского завода. Поэтому, достар, мы не сомневались вообще, когда узнали, что Шамиль Аляутдинов там соучредитель, выпускать там свою продукцию или нет. Там действительно делают все на совесть. Но это тоже какая там чистота, порядок, да. И то, что там управляющие директора, да, просто горят своим делом. Очень ответственно относятся они к своей работе. Вот, достар, ошо Нефтекамскийда сыққан коллагенді мен постоянно эстем. Мен уже тухтамай, вот после операции, как начала пить, как врач мне сказал, и тухтамай ошо коллагенді эстем. Вот. Что в первую очередь я заметила? В первую очередь я заметила, достар, что у меня волосы капец сильно отросли. И быстро отросли.
Вот что я заметила. Это в первую очередь заметила, да. И заметила, что ногти перестали слоиться. Коллаген сустав нық ярдам етеді, достар. Вот это, знаете, и қатындарға вообще в возрасте обязательно пить надо коллаген. Когда вот я после операции же вышла, да, меня в первую очередь хирург говорит: пейте, как приедете, начинайте пить коллаген. И потом остальные все витамины. И вот я начала пить коллаген. Для кожи, кстати, тоже очень полезно. Короче, женщинам очень полезный этот коллаген. После 30 вообще начинайте сразу же. Вообще можно 25 начать. Чем раньше, тем лучше. Да, чем раньше, тем лучше. Если вы хотите быть всегда красивой, всегда бодрой, пейте коллаген. Пейте коллаген. Да, и вот Альберт пил коллаген, тоже изменился очень. И также, доктор, у нас вышел вот Кристаль Хинди. Потом у нас вышел черный тымин. Мы выпускаем только нужную продукцию, которая очень нужна человеческому организму. Вот куркумин тоже. Куркума очень полезна. Самые нужные элементы для нашего организма. И, конечно же, самый нужный элемент для нашего организма, доктор, синол. Синол помогает очень легко и просто обосраться. Запоры мучают, да. Не можете в туалет сходить. Вот, принимайте. Натуральный продукт. Никакой абсолютной химии. Еще и балма буталка. Темди еще. Можно вообще варенье урнашерга. Но, доктор, синолды, будьте аккуратны, когда с дозой не переборщите. Если переборщите с дозой, да, можно таксила кетіп барғанда, автобуста кетіп барғанда спокойно обосраться. У меня уже такое было. Эй, Альберт, я халат келесі. Неменеке? Сын, кетеді жүйетесі. Ну, келесі қазір не жүйетеді. Ой, ты какой красивая дома хозяйка моя. Альберт не любит одевать халат. Перешапать, можно мне кашу? Перешапать, что с вами? Что-то вы неважно выглядите. Вот здесь то, что отыграли, злой профессионал. Последний дубль. Тогда что, прямо заново все? Да? Смогу уже. Боже, зачем ему это? Не надо говорить, я не могу. Я смогу. Я знаю себя хорошо. Он сейчас реально будет таким. Сейчас задолбается и такой, да закрыт. Каранда. Ну, сейчас опять будем переснимать, если ты не... Чего, блин? А что ты думал, блин? Уйнап күліп күле жүрген, ты уйдай нормально. Вот теперь знай мою работу. Еще раза два переснимем. Стройкаға кетер керек Альбертқа енденіп отыр. Да? Он не себя видео Ой, біз 2 сағат пішіреді, әлі 2 сағат өтмеген Жоқ, вообще-то. сорайын не себя видео деймін, қара. Неше видео екен білмеймін, Айлдан сұрап. Менге 11-ға топ кеш бар өтірі керек. Топ, точно. Сағат неше? Азамат, сағат неше? 9:30. Одно белое, одно черное, одно черное. Так, а я что делаю? Я что делаю, Наиль? Это, вспоминаю. Просто когда ладно. посмотрю. А я могу пока одно подвигаться или штуку. нельзя? Как ты не видишь через очки? Ну, мұны қорамды еще очки не күтнесе көремей. Эй, ты можешь хотеть не год. Ну, как не видишь, как я Ой, алташма. Ты как раз народ к 11 приедет, все бригады там будут. Все бригады там будут. Не будет там половины никого. Вот ровно в 11 там будут. Ты, Азамат, посвежел, похорошел. Я же тоже коллаген принимаю. Да. И кыст еще принимаю. И крыс принимаешь? Да. И имбирь. И имбирь. Имбирь. Достат, наш имбирь, понимаете. Имбирь, Чёрный вообще, черный имбирь помогает мужчинам с мужской силой, понимаете? Вот такая мощнейшая мужская сила будет. А женская, она такая-то для либидо, для Либидо. хотелок. Да, для хотелок. Короче, черный имбирь для хотелок. Женщинам тоже очень помогает, доктор. У кого вот климакс, климакс же на женщин по-разному действует. Вот меня гинеколог айтты. Некоторые женщины во время климакса наоборот нық сильно хотят мужика, а некоторые наоборот не хотят мужика. Ой, Да, это жизненные это вещи. жизнь, немекке. А Это- что вы думаете, откуда дети появляются? Кімдер білмей. Это нормальное явление природное. Кімдердің климакс баштанған қыздар сігі черный тмин. Мы выпускаем не шухры-мухры продукцию, между прочим, а очень нужную продукцию.
молодцы. Қарайды секундте вообще вот мына аяқтан вообще көсіліп тұқты мен бля бұны сөйтпей Имсектор, шап. И же ты вылез имсектор алғанда аж этот звук сығара, блин. Еще раз. Вот поэтому я и хочу сделать подтяжку грудей Подтяжку, Азамат. всё понятно. Потому что көрдіңбі даже икіргенде бірақ қара. Ишітемі? Шап кейде. Потому что они пустые как бетоны. И шумарқанда шап. А когда они наполнены, они такие звуки Так не не будет. издают. Вот именно. Вот Нет, именно. это правда, между прочим. Но мне этого не понять. Ну, Ильдар, конечно, не Да, понимает. Это не понять. Еще раз. В смысле? Еще раз? Да. Evet. Зато хинин халдарың насар. Менікі Аллаға шүкір. Оңғы яңылықтарды көрдім әйе. А? Неме деп? В смысле еще бірді? Мен хеді неме деп алдым? Мен хеді біріме деп алмадым. Мен хеді елді айырылышағыт деп алдым и все. Ну ты некрасиво, конечно, поступил. Чем некрасиво? Ну а чё, ол физиолемон яшай ватаң, одан икенсі бисемен, так тоже нельзя. Қойын давно, хәді яңырақ қына бірге яшай ватайын. Иди нафиг, мен хинмен башқа ярдамайым вообще. Күпме түлерге тиішме. А то ты до этого меня түләнің мен хинмен ярдағанысың. Бүтін кешіге høйде біттің, что мені... Еще оянмайын сақара меня звонит, еще ушлать в это. Вот тиінде наглость, ай. Еще после этого случая физиолемон хинмен вообще опасно пить мен башы. Помидорами закидают, в тебя будут кидать, в меня попадут. Ну уж нет. Ты тонешь, сам тони. Меня не надо с собой тянуть. 3 полосы мили уже, 3. Фуралар өтіп кетіп, меня может сдуть. Не сдунет они тебя. И удержать меня видели. Что фуралар меня могут сдуть. Ну, здесь 3 полосы. Это когда одна полоса навстречу, одна вот так можно. Но здесь как они тебе? Все в шоке от тебя уже. Вообще от меня. Она ведь хорап кетеді. Альберт обслуживает мою машинку. А еще это удың машинаңды, я ничего не буду делать. Оказывается, у меня... Что закончилось у меня, Альберт? Не закончил там. А? Альберт? Закончил, тасул там не было, антифриз не было. Тосол, антифриз, манимаким, что-то не было у меня. Смотрите, какой моторчик маленький. Он же сухой. Максименко, ты что меня тосол не залил, я пошел, бля? Ты мне хороший тосол заливаешь? Какой есть такой заливаемый? В смысле? Я же не знаю, который здесь был раньше залит. Вдруг он сломается. Такой цвет понравился, Достар. Смотрите, какой ярко-сиреневый. Я думаю, может его так покрасить. А он, Альберт, это наклейка, да, вот это, сиреневый? Карбон. Карбон? Его клеит прекрасно. Блин, а может такой цвет наклеить, Альберт? А? Можно мы? Клей, это твоя машина. Я знаю, что наша стройка вас уже задолбала. Ну, я снимаю все, что происходит со мной, поэтому вам придется наблюдать нашу стройку. Вот Достар уже начали поднимать. Сейчас покажу, из какого кирпича вообще поднимает наш дом. Мы решили этот дом поднять. Здравствуйте! Здравствуйте! Поднять из кирпича, короче говоря. Сейчас я вам покажу, какой будет кирпич. Вот такой, смотрите. Ну, это во всем, короче, Шмидтова из такого кирпича дом построили. Альберт, короче, нашел егеттерді. Бұлар қаяқтықын әлі, Альберт? Тажикстаннан. Тажикстанда? Неше кіші олар? Дүртеулер. Дүртеулер? Дүртеу түгіл бет, раз, два, три, четыре, пять их. А, 5? Примерно за сколько поднимете по дням? Неделя? О, быстро. Молодцы Вам- какие. Доски Прикиньте, когда нужны будут? через неделю, говорит, уже все поднимем. Завтра, потому что я сегодня сейчас заплачу. Здесь хамоне на это. Кстати, саққа кіші таптық, достар. Представляете ма? Вообще проблема со строителями. Мужиктар yok біздің. Именно Альберт саққа тапты мынау егеттерді. Хотела вот такой вот, как у соседа, кирпич темный. Но Альберт говорит, нет, давай посветлее. И мы вот такой вот коричневатый такой выбрали.
Дом будет вообще капец большой. Видите, вот здесь вот плиты у нас на полу. Я не знаю, для чего это. Может, будет этот теплый пол, что ли, будет делать. Вот это я не знаю. Мы тоже так же работаем, Миреша. Когда зимой строим, вообще мы урамында ашайбыз. Прям бастырып. Ну, а что, строители так делают? Бізге условия никто не делает. Мен, короче, альбатқа айтқанмын, айтамын, бақырдар бар, қайда ашап береді екен, айтамын, ни стола, ни стульев нет. Альбат говорит, мы тоже так работаем. Все строители так работают. Итак, короче, достар, мы наконец-то біз Алмаз ағаймен ұсыраштық. Ай, наконец. Алмаз ағайдың, на самом деле, құйрығынан бірін сикта тұтыптым. Бумай, бушамай никак. Мына көріштік. Акасы ол Шамонин ол ешей. Іргелегіне, біздің іргелі. Көрші. Это ешмитті бала, ихалыға табылды. Біз мына хар, короче, достар, Алмаз ағаймен договариваемся. Алмаз ағай меня арендаға беріп тұра. Ерін. Арендаға келіп сығайынды. Хочу взять, короче, ақсасканы и югіріп деген ерін. Оказывается, бывают исключительные права и не исключительные. А мен уйданым исключительный. Это меня гына бұғынти уйдағайым. Оказывается, исключительный болға, оказывается, Алмаз ағай тоже не имеет права петь. Мен даже білмедім де ол. Ну да, весь договор я Ма? И, кстати, достар, Элвин Грей, который ерлап йөрөй, Кыш бабай, мына күптер білмей, что эта песня Алмаз ағай Ғафаровтықты. Вот так вот. Көптер біле, нормально. Татардар білмей. Ну, татардар. Ерді алған кеше Ғабділфат Сафин, ол алманы сәлдірді енді, тураны еткенде. Ғабділфат Сафин! Ан-группаның ерін сәлдірген, оказывается, достар, представляете, вот это поворот, вот это новость! Они сигала келіп сұқты, әді претензия определять мені үйім что? Бір концертта сұраштық та, ол өзі келіп, ситуацияны аңлатқайны. Шам бір келештік, мен аңлаттым еге просто келесек та, ердің авторын обязательно айтып бара керек. А шулай можно, что ли, тұта келіп кішін ерін алып ерді Еле керек болды, поэтому там можно было. А интернет болғас так не прокатишь вещь, а элек ондай возможно болады. Кімдер біздің посиделкаларды көре достар, көрәһегіз, что біз гитарала, гармошкала, весь ан-группаның ердарын ерлайбыз. Ана истегедім Азат, Альберттің досы яқын, ол күні түні шу ан-группаның ердарын ерлай, кстати. Альберттің яқын досы фанат едім. Клипта чегдім менен. Айтып будет, да? Конечно. Короче, достар, еще вы увидите Алмаз ағайды в моем клипе. Скоро начнем снимать клип. Я прямо все лето мечтала об этом клипе, достар, да. И никак не получилось летом снять. Уж наша утернула. Мало этмел лучше, как положено. Слева пора машина. Да хоть не көрінмей. Сенің бір поворотта весь көрінмей. Біті оңламайын. Бұл повороттар не... По все повороты такие. Сейчас, короче, я, доктор, ищу на свой клип спонсоров. До этого у меня всегда до этого спонсором всегда был Kingstor, а сейчас не знаю, Kingstor согласится нет оплачивать мой клип. Клип около 200 тысяч стоит. Я уже рассказывала, что клип снимать это не дешевое удовольствие, доктор. Это ладно, еще 200 тысяч за клип, да, отдаешь. Но еще, доктор, чтобы вот этот твой клип крутили на телевидении, надо платить еще от 40 тысяч. Если вы хотите, чтобы ваши песни крутили на радио, тоже около 40. Если вдруг кто-то хочет быть моим спонсором, пожалуйста, напишите в рекламный аккаунт. Рекламный аккаунт у меня указан в шапочке профиля. Мне срочно нужен спонсор. 200 тысяч стоит клип, 100 тысяч еще плюс расходы, около 300 тысяч надо. Снять клип стоит 300 тысяч. И, кстати, вот многие говорят, типа, вот, клип не снимают, песни не записывают. Да потому что, доктор, это не дешевое удовольствие, поэтому артисты и не записывают новые песни, и не снимают клипы, потому что это стоит очень больших денег. Сейчас, короче, друзья, я вам покажу, что я купила в Магнит Косметикс. Супницы взяла. Ну, смотрите, вообще, ну некрасиво, что ли? Офигеть, такие прямо классненькие. С двух сторон ручки. Есть вот такого цвета. И есть потом еще вот такого зеленоватого. Зеленый один только был. Одна вот такая супница стоит... вот сейчас чек. Сейчас я вам точную сумму скажу. Ну, очки, ой, да. Одену свои очки для чтения, скажу, сколько стоит. Магнит Косметикс, да, стоит 249 рублей. А потом я зашла в магазин Магнит.
рядом который стоял, продуктовый, там эта супница стоила 179. Или я что-то не поняла, или они что-то перепутали. Ну, короче говоря, лучше посмотрите в Магнит Косметикс и в Магнит цены. Я, короче, несколько штук таких взяла. Ну, вообще классненькие, мне очень понравились. Я давно их хотела купить. Потом еще я взяла салатницы. Набор салатниц, они вот так вот упакованы, да. Такие классненькие. Сейчас я вам покажу эти салатницы. Вот. Это даже не салатница, можно орешки там что-нибудь положить. Вот такая вот тоже. Она глубокая. Вот. Ну, не сильно глубокая, но так, нормально. В зеленом и коричневом цвете они в одной упаковке стоят 349 рублей. Ну вот, супницы. Красиво же, да? Потом еще смотрите, какую чашку я взяла. Вот, смотрите, внутри рисунок. И здесь вот серенький. Та-да-дам! Еще взяла вот такую ложку. Красиво, да? Еще, короче, смотрите, я какую косметику себе накупила. Впервые за 10 лет я купила себе тени. Прикиньте, вот, смотрите, розовые, фиолетовые, оранжевые. И купила еще гель для бровей. Сейчас, короче, хочу попробовать гель для бровей. Я еще ни разу не пробовала гелем укладывать брови. Но вот сейчас попробую. А Заря постоянно укладывает, а я не укладываю ни разу. Вот, какой-то вот странный гель какой-то. И что это? Ничего, никакого эффекта нету. Мы раньше брови красили и укладывали тушью для ресниц. Кто, кстати, ни разу не пробовал тушью для ресниц укладывать брови, попробуйте. Это вообще очень круто. Он красит красиво, подкрашивает. И, считай, укладывает красиво. Смотрите, какие тени. У меня такое ощущение, что я вернулась, знаете, в свои 15 лет. Этот вот цвет прикольный, да? Такой оранжевый какой-то. Еще яркие цвета люблю. Хочу покрасить. Что получится, интересно? Прикольно. Очень даже, смотрите-ка, я не ожидала. Ага. Что-то меня потянуло на эксперименты, да? Вообще, седина в бороду, без в ребро. Как у мужиков, у меня тоже какой-то кризис начался, походу. Ну ничего, так? Под кофту вообще подходит, да? Под каждую свою яркую футболочку одежда красить тенями прям под цвет тон футболки или кофту в такие тени. А что с бровями-то? Ничего хорошего я не вижу. Укладка этим, как там его, тушью 100 раз лучше. На, тени прикольные.